Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые наши слушатели. В прямом эфире передача «Якутск сегодня», и проведу его сегодня я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз», координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». В год матери в республике проходит много значимых событий, и я уверена, что одним из них явится спектакль Андрея Адамова «Моя мама живет за стеной». И сегодня в нашей студии гости Андрей Адамов, руководитель театральной студии и тренер по технике речи, также актеры Рената Ерофеева и Джемма Ивлева. И такое вот интригующее название спектакля «Моя мама живет за стеной». И первый вопрос, Андрей, так почему же моя мама живет за стеной? Так, всем здравствуйте. Скорее всего, до этого я сам тоже думал, откуда появилось, получается, название, да, нашего спектакля. Долго думал, откуда, потому что оно появилось просто так, просто резко. Вот так. Моя мама, мы сидели на репетициях, я такой просто ляпнул, давайте назовем «Моя мама живет за стеной». А потом, вот уже после репетиции я такой домой прихожу, лежу и реально думаю, откуда такое, реально красивое название, да, такое полуфилософское, такое, да, сентиментальное, может быть, даже. Откуда? А потом я вспоминаю, что я посмотрел до этого фильм что-то там по ту сторону стены. Это был такой банальный американский триллер, и, быть может, подсознательно, да, и в борьбе подсознания и сознания, да, видать, вот так вот появилось название нашего спектакля. Этот спектакль был показан в 2018 году, его исполняли взрослые, да, взрослый состав, и они все играли детей. И это была такая некая, получается, такая, скажем, сначала мы думали, что, реально мы хотели, чтобы это сыграли дети. Угу. И потом все-таки подумали, что это немножко... Потому что там понятно, что там весело, понятно, что там, да, вот эти вот детские игры, да. Вообще, само действие, оно происходит в приюте, в детском приюте, да, для сирот и оставшихся без попечения, да, родителей. Это все там происходит, и многим, наверное, это, слышится то, что это там уже какая-то, да, такой вот грузон прям, да, и как будто это, знаете, какая-то печальная картина сразу, да, вырисовываются какие-то серые стены, да, вот эти вот советские, да, вот эти вот, есть же там верхняя часть белая, да, а вторая часть стены, именно покраска, да, там синяя, желтая и так далее, такая вот серая, да. Нет, это дети, как все дети, они все там веселятся, да, и вот эта история была показана, и мы хотели реально, чтобы это играли дети. Угу. А потом я такой думаю, а что делать со взрослыми? Потому что там уже взрослые тоже функционировала студия, да, для взрослых. И давай-ка попробуем, попробуем вот взрослых. Угу. Когда ребятам предложил, а я подошел, не сразу им озвучил то, что будет спектакль, будете играть детей. Нет, просто подобрал такие тренинги, где каждый должен был, валять дурака, как ребенок, да, вот баловаться и т.д. и т.д. И, слушайте, здорово там получилось. Здорово получилось. И прям говорю, ребята, мы будем ставить... А до этого мы уже готовились с ними, мы это вообще все отменили, потому что они настолько классно делали. Потому что все взрослые как? Мы же дети, правильно? Мы же дети. В какой-то момент мы резко превращаемся в детей, да, сами не замечая этого, да, не можем остановиться, когда входим в этот азарт веселья, да, азарт, когда мы друг друга начинаем как-то подкалывать, прикалываться, да. Это все детство, это все детские, да, скажем, в кавычках, штучки. И у них действительно это классно получалось, да, и все, и мы решили что детей будут играть взрослые, и в этом тоже была фишка своя. Спектакль прошел на ура, мы впервые тогда собрали где-то 400 зрителей, мы показывали в этом мультимедийном парке «Россия. Моя история». Вот там мы собрали прям колоссальное для нас, опять же, да, число зрителей, свыше 400. Еще раз, для нас это прям вау, до сих пор этот рекорд никто не побил, да. Ни одна из, да, студий наших, да, все, и сделали. А вот сейчас на детей, да, основного состава будем
пробовать. Не пробовать, а мы уже ставим, мы дошли уже до середины. Да, и буквально на прошлой неделе мы уже даже финал сделали, предфинал. Да, и будут играть дети. Слушайте, это тоже классно. Я боюсь, конечно, за родителей, да, потому что, надеюсь, дети не рассказывают, но они по-любому, там, утечка информации 100% идет, да, потому что родители, они могут понять, по-другому, да, потому что дети-сироты, да, тем более, там, начало спектакля там начинается очень, скажем так, трагично, да, еще раз говорю, а середина – это, потому что это дети. Сироты – это просто такой социальный статус. Да, социальный статус – это мы их жалеем, да, а внутри, если внедриться в быт этих детей, если такие, с детьми работал, сиротами, оставшиеся без попечения родителей, это такие же дети, как все. Да, это просто такой социальный статус, да. Да, я согласна, что вот детство – это то состояние, наверное, в которое хочет попасть любой взрослый. Да. Потому что детство – это про счастье. Да. И вот у меня вопрос к Джемме. Что для вас ваша роль? Для меня это очень интересный опыт. Сыграть в спектакле Андрея Дмитриевича. Роль, кстати, я сама предложила. Даже. Расскажите, как это произошло? Мы очень долго думали, кем меня сделать. У нас было несколько вариантов, от которых мы отказались. В итоге в личной переписке мы решили то, что я буду хиппи. Да. То есть получается, что вы, актеры, также участвуете в написании сценария? Да. Как здорово. То есть нет уже готового сценария, по которому актеры должны заучить слова, выражение, мимику вот выработать, да? Не совсем. Угу. Андрей Дмитриевич, то есть у нас там есть воспитательница, и там изначально, что она будет делать, что будет в конце, это уже все было известно. Угу. И других персонажей детей мы придумали на ходу. Как классно. И сколько человек участвует в постановке? 18. 18. Классно. Это будет ваш первый опыт. То есть первый раз спектакль будет ставиться с этим составом, соответственно, это ваш бенефис, да? Нет, у нас до этого был один спектакль «Маленький принц». Да, о котором много я слышала. Да? Да, замечательный. Замечательный, да, замечательная постановка. А вообще, как вы попали в студию Андрея Дмитриевича? Меня мама туда записала. Тоже по рекомендациям, наверное, да? Или Вот как это я произошло? не знаю, потому что параллельно идет рассылки по WhatsApp, вот эти вот, скажем, схематичные, и кто-то там по этому методу сарафанного радио. Вот я не знаю, Джима как пришла. Ты как пришла? Вот у меня такой же вопрос к Ренате. Как вы попали, в студию? Я слышала о студии Андрея Дмитриевича, и знакомая мне рассказала, которая занимается у Андрея. Меня пригласили на прослушивание, наверное, посмотреть, что я из себя представляю. Когда я пришла первый раз, вы знаете, вот эта вот творческая вот атмосфера, вот это вот, это все мое. Я человек по натуре, наверное, творческий, поэтому, когда я пришла на первое занятие, я сразу вот внутри меня сказала, да, это мое, и я буду здесь заниматься. Я 2-й год занимаюсь у Андрея Дмитриевича. И, не пожалела ни разу. Очень у нас такие атмосферные репетиции проходят. Мы, уже говорили, да, что у нас все импровизировано. То есть мы можем сегодня сделать по одному, на следующее занятие мы пришли, у кого-то какие-то мысли. То есть мы сами это все творим, а Андрей Дмитриевич редактирует вот своим таким профессиональным взглядом. Так, а давайте вот так попробуем, а давайте вот так вот. И очень весело у нас проходят репетиции, прямо все на позитиве, и как-то это все затягивает. И это очень интересно, поэтому это здорово, и я не жалею, что я вот попала в эту студию. Андрей, у меня к вам вопрос. А бывает так, что, например, вот на репетиции, вот как Рената, как Джемма говорят, версия актера вам резко не понравилась?
Ну да, естественно, потому что любой процесс, да, он подразумевает под собой, ну, какие-то, скажем, более какие-то, ну, в любом процессе надо принимать какое-то решение, да, ну, любой процесс, он требует своего завершения, да, чтобы дойти до этого завершения, мы должны, ну, какие-то этапы пройти, и в каждом этапе есть тоже свои какие-то выводы, завершения. Конечно, это, ну, здесь у нас немножко другой процесс, у нас более творческий процесс. Вот, например, когда работаешь с детьми, тут очень важно, наверное, скорее всего, да, ну, не скорее всего, это точно не стоит забывать, что ты работаешь с растущим организмом. И здесь важно, очень важно учитывать не только, да, может быть, по словам Джеммы, да, ну, это вот она так воспринимает, да, может быть, понял то, что там идет какая-то, ну, такая суматоха, да, то есть все импровизируют, все что-то предлагают. Естественно, это контролируемый процесс. Я как педагог, я контролирую, да, но и даю свободу детям, потому что это очень важно, потому что творчество, этимология этого слова происходит от слова «творить». Да, творить, и действительно, если ребенок чувствует, что он соучастник, а не, скажем, какая-то там, допустим, тряпичная кукла, да, ну, извините, пожалуйста, какая-то тряпичная кукла, которую вот так вот, как эти куклы называют? Марионетки. Марионетки, да, ага. Да, они действительно, они спорят со мной, да, и попробуй не доказать им, что твоя версия права, понимаете? Подростки у вас только так сидят, да, прям, да, ну как-то у меня пока это получается, да, и в основном вот они сами предлагают, да, и сами предлагают, я просто, ну вот корректирую, добавляю, да, и вот идет такое сотворчество. И вот еще раз, да, вот когда работаешь с детьми, это очень важно следить за их речью, да, над голосообразованием. Очень много детей сейчас, да, говорят очень быстро. У кого-то даже есть какая-то вот некая такая хилолия, то есть это быстрое говорение, когда они очень быстро тараторят, да, потому что нынешние дети очень эмоциональные, да, из крайности в крайность, да, 50% это очень эмоциональные дети, 50% это очень тихие дети. Очень тихие дети, но это не означает, что они какие-то ушедшие в себя. Нет, они просто те же самые эмоции, да, они переживают внутри. Да, и очень важно здесь очень как-то экологично, очень грамотно, да, методически грамотно вытаскивать вот их внутреннее, скажем, видение мира, да, вот наружу. И чтобы это сыграло пользу в рамках какого-то вот проекта. На данном этапе мы работаем вот сейчас над «Моя мама живет за стеной». Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим нашу беседу. У меня масса вопросов, например, о том, как обывателю вот раскрыться. Друзья, мы благодарны, что вы остаетесь с нами. Итак, в студии я, Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем», а также наши талантливейшие гости. Это Андрей Адамов, руководитель театральной студии, Рената Ерофеева и Джемма Ивлева. Мы говорили о том, последний мой вопрос был, да, вот как обывателю попасть в театр? Потому что я понимаю, что иногда, в жизнь превращается в какой-то бег белки, да, вот, из которого хочется вырваться и разнообразить свою жизнь. А театр для меня – это эмоции, это чувства. Но опять же есть вот стеснение. Вот я боюсь как-то идти в театр. И если у вас есть подобные вопросы, либо вопросы к нашим гостям, пожалуйста, обращайтесь по номерам 32 00 66 и 32 11 66. Мы ждем ваших звонков. Да, вопрос к вам, да, Андрей. Понял. По поводу стеснения и по поводу... Стеснения. Ну, вообще, когда приходят, чтобы попробовать себя в качестве исполнителя-актера, да, то уже люди приходят, в принципе, которые уже желают этим заниматься. Да, уже внутренне готовы. А другой вопрос, чего не хватает, чтобы прям, да, выйти на сцену там, да, и как-то вот полноценно, да, либо сыграть свою роль, либо там самовыразиться, да. Кстати, вот нашу студию взрослую я всегда мы называем, что это театр самовыражения. Театр самовыражения. Суть вопроса, то есть как избавиться от стеснения
иногда я прям мимо ушей иногда могу вот так вот прослушать, да? Ну да, вот есть же какие-то шаблоны, да? Ну, актеры это, ну, кто из известных, ну, Гурченко там, например. Да? Вот я... Я понимаю, что я явно не Гурченко, а у меня есть шаблон, что я так не смогу. Понял. Однажды ко мне записалась девушка, она предприниматель, и до этого, это я потом посмотрел, она приходит такая вся, тоже там, и я начинаю с ней просто общаться. Она поговорили, там все это, тренинг провел с ним, ну, вдвоем поговорили, а потом вот тренинг, так, чтобы проверить, да, ее данные, там, голосовые данные, да, телесные и так далее. И потом вечером я смотрю у нее в Инстаграме. Оказывается, прежде чем прийти ко мне, она, сделала пост, сторис в Инстаграме, то, что она подготовила стихи, она подготовила песню, да, а вдруг там меня будут прослушивать и так далее, да, и все, и там даже отрывок она дала, да, вот прочитала, там, по-моему, Пушкина даже «Мороз и солнце», да, и потом второй пост, это уже после нашей встречи, да, она уже пишет то, что, слушайте, это вообще не театр, говорит. То есть она пришла, она все там о своей жизни рассказала, да, чуть не заплакала, да, когда вот всякие вот свои, вот такие свои личные, да, она когда рассказывала, да. То есть, когда человек приходит, он ожидает, наверное, то, что мы реально будем стоять на катурнах, да, играть вот эти вот, опять же, «иди ко мне» и так далее. Вот это клише, вот это стереотипы, да, естественно, это, понятное дело, академическая игра. А скажем, вот, людям, которые, профессионально не занимаются этим, вот это им не надо. Да, вот, например, вот студия для взрослых, да, студия актера мы называем. Мне кажется, почему им нравится, потому что они приходят и расслабляются, отдыхают. Идет такая эмоциональная разгрузка, да, уже говорят они уже на более какие-то отвлеченные, то есть вот это хозяйство, да, домашние всякие, быт, да, работа и так далее, это все остается за стенами, да, и когда они попадают в этот кокон, да, в стену уже нашей студии, когда они попадают, они полностью уже абстрагируются от реальности, и они просто реально кайфуют. И поэтому, может быть, не может быть, вот в течение вот уже 10 лет, да, нет сценария. Потому что у ребят у всех есть работа. Я не думаю, что вот Рената, да, будет заучивать. Мама, да, бабушка и так далее, да, будут сидеть и что-то там учить, да, то же самое и дети. Сейчас их загружают. Мне кажется, сейчас быть ребенком – это профессия. Понимаете, да, быть ребенком – это профессия. У них график расписан плотнее, чем у меня, понимаете, да. И все, и поэтому нет сценария, поэтому здесь пришло на помощь понятие, вот импровизация. Импровизация. Конечно, импровизация – это хорошо отрепетированная дома, да, то есть вот мы импровизируем, оставляем то, что получилось, то, что более таким эффектным вышло, да, более правдоподобным, да, искренним, да, и более естественным, когда вот такие моменты получаются, мы это сохраняем, на следующий день мы это добавляем. Смотрим, повторяем и добавляем, потому что порывы эмоций, мы очень эмоциональны все там, да, порывы эмоций нам кажется, вау, круто, гениально, на следующий день приходим, да, чем отличается театр от кино, да, вот чем отличается, вот когда кино появилось, да, в начале 20-го, да, века, и в конце, вернее, 20-го, да, когда появилось, театралы сказали то, что мы вымираем, да, мы вымираем, потому что кино затмит театр, но этого не случилось. Знаете почему? Потому что кино родилось немым, и оно таким и остается. Если в фильме убрать звук, мы 100%, где-то 90% мы поймем, о чем там идет речь, и кто кому кем приходится. А если мы заснимем спектакль и вырубим звук, мы ничего не поймем. Вот почему люди ходят до сих пор на «Ромео и Джульетта», хотя мы знаем все, да, чем эта пьеса, да, заканчивается. Она заканчивается нехорошо, да. Кому-то нехорошо, да, а кому-то хорошо. Ладно, это уже отдельный разговор, да. А почему мы ходим? Потому что мы идем туда за эмоциями, да, за живым общением, да, потому что актеры живые, да, они передают свои эмоции, мы берем и отдаем свои. И в конце аплодисменты.
И вот даже у нас закончилась, да, вот репетиция, мы 1,5 часа своими эмоциями, мы заканчиваем, да, и вниз спускаемся, вот уже оделись, мы не расходимся сразу, да, вот там или этих 1,5 часа мало, да, мы еще полчаса обсуждаем на улице, дождь, снег, без разницы. Домой приходим, в 10 часов, да, и, знаете, мы еще по WhatsApp обсуждаем, делимся своими эмоциями, как отлично прошло, как это. Это столько эмоциональной зарядки, это просто вот, душой и телом отдыхаешь. Кстати, так и делаем. Да, я говорю, вот нам мало этих 1,5 часа, мы на улице полчаса, домой идем и по переписке. Вот, это очень здорово. Да, я согласна. Смотрите, такое ощущение, да, что вот мы живем в какой-то капсуле, да, и в этой капсуле мы живем и не умеем прочувствовать свои эмоции, мы не умеем их распознавать, и поэтому, когда мы научаемся, вот благодаря Андрею, да, научаемся вот эти эмоции свои вовне отдавать, то это, наверное, очень здорово, да? Это здорово. Наверное, время роликов пришло. Давайте мы покажем посмотрим ролики, посмотрим. Можно посмотреть. Так, чемодан, посмотрим. Да, вот дети как раз репетируют. Это у нас моя мама живет за стеной. Угу. Так что тут комментировать. Надеюсь, вы звук убрали, потому что я там могу орать, дети могут орать. Вот. Так, что у нас там происходит? Это какой отрывок? Это воспитательница грузит. Воспитательница. Ну вот. Что? Да. Ага. Это сцена после. Ну вот смотрите, продолжая тему того, что эмоции, да, то, что в своей, скажем, в своей жизни, да, мы редко можем... Выходим из капсулы своей. Да, редко. Здесь вопрос в том, что, этого нам не надо. Есть понятие, например, мы же не можем на работе, там, допустим, да, в какой-то момент резко там, не знаю, прям эмоционально сказать: «О, здравствуй, Рената», и так далее, да. Либо мы не можем сказать, например, когда начинает там кто-то тебя бесить, да, и ты же не можешь подойти там, допустим, и все ему в лицо сказать, да, вот это все сдержано, как-то это более, да. И вот это все накапливается, да, вот это реально, вот все-таки, опять же, вот эта пресловутая психосоматика, да, это когда недосказанные, да, недопережитые эмоции, недовыраженные эмоции, это все превращается в некие такие телесные зажимы. И, быть может, поэтому вот эти вот процесс в студии, да, вот этот творческий процесс в студии участникам нравится, потому что они там ведут себя как хотят. Давайте посмотрим еще ролик. Еще ролик посмотрим. Так, что мы посмотрим? Вот, да. Это ребята... В этот день я, получается, заболел, и они сами репетируют. Тут, кстати, да, представители разных профессий, да, они просто сидят и наслаждаются. Ага. Это у нас... Действительно, вот это вот наша студия, да, у нас разные профессии, там, продавцы, юристы, медики. И когда мы собираемся на этой площадке, мы все одинаковые. Дома нас держат какие-то вот рамки, да, как бы действительно, да, наш. А здесь мы вот все раскрываемся душой, телом. Это же мимика, потому что иногда без слов нужно показать ту или иную сцену, да, и ты раскрываешься, ты отдаешь всю душу. Это очень здорово. Да, это действительно очень здорово. Андрей, у меня вопрос такой. Вот в вашей студии уже 10 лет. Это много или мало? Не знаю. Если вот так вот оглянуться, да, через что, получается, вообще, как все это дело происходило, естественно, там и были там падения, и до сих пор они есть, да, когда карабкались, когда высоко поднимались, когда прям даже тут там были, да. Когда вот смотришь,
с точки зрения времени это достаточно. И с точки зрения времени я могу считать, что наша студия одна из самых старейших студий. С точки зрения опыта этого мало. Потому что сейчас, если мы говорим о детской студии, дети абсолютно другие. Те дети, которые были в 2013 году, это вот возраста даже Джеммы, это абсолютно другие дети. То, что представители вот этого поколения, да, вот, с которыми сейчас я работаю, еще раз, это абсолютно другие. То же самое касается взрослых. Взрослые, которые были, опять же, в каком-то 2015 году, это абсолютно разные взрослые, это абсолютно либо я взрослею, либо там что-то происходит. Но в любом случае, с точки зрения опыта, этого мало. Потому что вот начал замечать то, что либо какого-то у меня там, допустим, что? Друзья, мы продолжим дальше нашу беседу о театральных экспериментах Андрея Адамова после короткой рекламы. Друзья, спасибо, что вы с нами. Сегодня мы говорим о театральных экспериментах Андрея Адамова. 9 ноября пройдет спектакль «Моя мама живет за стеной». Итак, студия Андрея Адамова 10 лет. Какие были интересные случаи, веселые, не знаю, что вам больше всего запомнилось за эти 10 лет? Ой, вот так вот прям выделить, да? Когда-то, ну и до сих пор, наверное, уже как 2 года не увлекаюсь этим, возобновлю, я говорю о моноспектаклях. Моноспектаклях. То есть моно – это, когда один актер, вот этим вот я сам, этим, как это сказать? Грешу. Да. Грешу, да. Вот, есть такое, да. Да, когда у меня все накапливается, да, я могу выдать вот такой моноспектакль. Скажем, своего рода такая личная терапия, да. И был такой момент, это, скорее всего, даже начнем с грустного. Мы решили поставить моноспектакль для одной моей знакомой, которая потеряла своих близких, они ушли под лед. И у нее осталась племянница, которую вот она одна воспитывала. Мы это делали в НХМе, насколько я помню, НХМ, да, это 2013 или 2012 года. И потом мы ее попросили подойти чуть позже, и администратор выходит, и зрителям говорит то, что вот когда актер поднимет правую руку наверх и скажет «все сюда», то, пожалуйста, все поднимитесь на сцену. Там сцены не было, там на полу, импровизированная такая площадка сценическая. Выйдите, да, и встаньте за актером. Все сказали «да». И после этого мы больше никого не пускали. Вот когда ради кого мы делали, когда она вот зашла, дверь закрыли, все, больше никого не пускали. Обычно же мы всегда с опозданием приходим, да. Есть же такие зрители, которые постоянно опаздывают. Да? И все, она зашла, и все там. И в конце я хожу с веревкой, привязал одного, развязал, и вот так вот ходил, чтобы она видела, да, и подхожу к ней, тоже привязал к стулу, она подумала, что я сейчас, да, на самом деле я вообще туго вот так, и выхожу на сцену, она не понимает, она начинает как вот это дергаться, да, уже в глазах какая-то паника начинает возникать, да, может быть, это со стороны звучит, по крайней мере, жестоко, да, но в тот момент это вот, все поняли, вот это, там, особая такая энергетика. Еще раз, театр, это, во-первых, это энергия, это энергетика. Да, это обязательно словами и видео, да, это вот не показать и не донести. Это надо быть там. Магия в этом. И все, я выхожу на сцену, поднимаю руку и говорю: все сюда. Я думал, кто-то по-любому там, извиняюсь за слово, затупит. По-любому кто-то найдется, который будет сидеть в углу вот так вот, да, и что-то кушать. Поглощать там, да. Нет, все поднялись. Значит, все правильно идет. Значит, все правильно шло, и значит, так надо было. Потому что все встали, да, и поднялись, и встали за мной. И осталась вот она одна. Я такой спускаюсь, не буду говорить, о чем я говорил, на ухо, да, начал шептать:
она заплакала, и представляете, ну, я ее развязал, и она просто вот так вот села, ну, коленем заслонила, да, и начала плакать. Я ее по спине глажу, потом весь зрительный зал спустился, ну, вот подошли к ней, меня вообще вытолкнули, да, уйди, не мешай, ее обняли, и все, и она стояла себе. И после этого, я вот действительно, ну, здесь я могу поклясться, после этого у нее, да, она поняла то, что надо теперь жить ради вот своей племянницы. И как-то, ну, я не знаю, там какое-то там, ну, я понимаю, что это, да, что там случилось, но если эмоционально это объяснить, там случилось вот некое такое, такая человеческая история, да, когда вот зрители, и, быть может, тогда я понял то, что вот импровизация, да, импровизация, потому что все, опять же, да, ну, если якать, то мои, да, опять же, моноспектакли, они всегда импровизация. То есть я знаю, с чего я начну, в середине примерно, что будет, и чем я закончу. Вот эти 3 единства, да, 3 основы, я знаю, вот как они будут выглядеть. Я даже слышу, например, могу услышать музыку и так далее, да. А то, что там, между этими, да, этапами, черт знает, что там будет, да. Был еще такой момент, последний, да, это уже веселое, это музей боевой славы. Мы делали, ну, я, опять же, моноспектакль, и там мои спектакли посещали всегда 2 девчонки. Одна маленькая такая, да, и одна высокая. Ну, толстый и худой, да, толстый и тонкий. Такие прям персонажи, они постоянно посещали. Но после этого дня они перестали вообще, после этого спектакля вообще перестали ходить. Да, был такой момент, что, получается, спектакль строился на том, что, опять же, выходит администратор и говорит, выбрала 5 зрителей, из зрителей 5 людей, и она сказала то, что вы должны будете задать исполнителю вопрос. Да, ну, конечно, какие-то философские вопросы, не как там приготовить доширак, да, там и так далее, да. И все. И, получается, выходит такая девушка, молодая, симпатичная такая. Она еще в этом была, как-то Соболь или как-то, как-то воротник этот из этого, да? Да, видать, она думала, что она придет в театр, да, а тут там просто железные стулья, да, музей боевой славы, вообще темно. И так. Она села, там диалог пошел, и потом она говорит то, что я никогда никого не любила. Да, ну, в этом возрасте, ну, вряд ли. Может, она там действительно, может, слукавила, вот, не будем говорить об этом. И я начал переходить на личности. Прям начал до нее прям докапываться. Почему маму любишь? Там есть молодой парень, там есть собака и так далее. И тут вот эти зрительницы, которая маленькая, она вскакивает, да, вот она встала и начинает орать на весь зрительный зал. Материться. Что там ты происходит? Какого ты там? Он имеет право там оскорблять. Это же ее личное дело. Мы заплатили деньги, что нас будут унижать. Это что? Верните нам, короче, бла-бла-бла. И там, ну, естественно, я прям внутри на 3 секунды да, прям позвоночник, да, сердце заколотилось, да, и она прям орет, короче. И потом она еще сказала: мужчины, вы что сидите? Вы что, не мужчины? Да, и все сидят вообще, ну, как реагировать не знают. Может быть, ну, половина, 100% они подумают, что это подставная. Почему-то всегда так. Ну, я начинаю, прям собрал и начинаю орать. Вот именно! Это, не знаю, это в рамках... Вот именно мы все, вот мы так устроены, когда мы видим, что все идет там оттуда, да, ну, когда все плохо, да, мы всегда молчим, молодец, тебе надо памятник воздвигнуть, красавица, да, я тебя обниму, нет, я не заслуживаю твоих объятий. И все, и там начали зрители смеяться и так далее, да, и в этот момент действительно вот импровизация, это, конечно, сложность в том, что там нужен опыт. Да? Но когда исполнитель выходит с этим голым инструментом, как импровизация, и полагается только на свой, опять же, на свой опыт, да, на свои какие-то знания, потому что зрители разные, да, и уметь надо с ними контактировать, да, и так далее, и так далее. Вот. А если импровизацию превратить как метод работы, это вообще другая. Как метод психологии вы имеете в виду, да? Как метод работы с участниками студии.
да, опять же, вот как со взрослыми, когда им даешь полет фантазии, делайте, ну, не делайте, что хотите, делайте, ну, в рамках заданной темы, да, попробуем искать. И они начинают импровизировать. То же самое и дети. Дети это круто делают. Мне очень нравится, да, извини, ребят. Да, у детей это просто получается шикарно, потому что... Можно чуть-чуть я вклинюсь? Вы еще работаете же с детьми с инвалидностью. Да. В чем вот сложность и легкость работы с ними? Ой, я так никогда не сравнивал. Ну, не то, что не сравнивал, ну, не задумывался об этом. Ну, как сказать, в чем? Сложности нет, это 100%. Если мы говорим казалось бы. Если мы говорим о какой-то физической сложности, там нет такого. Если мы говорим о какой-то интеллектуальной сложности, если... Ну, может быть, я слишком сижу и хвастаюсь, да, пожалуйста, извините, но если специалист испытывает какие-то интеллектуальные сложности и не может организовать вот процесс, да, то, мне кажется, это не его. Ну, сложность, конечно, в их особенности, ну, как, ну, это не сложность же, это не сложность, как это назвать? Когда, ну, нет, это называется этика, этичность, не знаю. Смогу ответить, наверное. Друзья, я хочу вам напомнить о том, что в нашем городе идет инклюзивный проект, и мы приглашаем вас на экскурсии, которые проходят в смарт-библиотеке. Так, каждый вторник и четверг в 11 и в 4 часа, и в воскресенье с 11 до 5 часов вечера вы можете группой прийти для того, чтобы понять, окунуться в мир людей с инвалидностью и также понять про себя. Что это? Быть какое-то время, пройти этот эксперимент, быть, не слышать, не видеть. Я предлагаю вам всем сходить, и взрослым, и детям. Это будет очень крутой опыт. Поэтому у меня был вопрос про детей с про детей с инвалидностью, да. Ну, у этих детей, да, у детей с инвалидностью, с ОВЗ, да, недаром мы их называем особенные дети. У них особенный взгляд. Ну, серьезно, это реально особенный взгляд. И чтобы понять это особенный взгляд, нужны особенные подходы. Да. Спасибо. Друзья, я вам напоминаю, что сегодня в студии были гости Андрей Адамов и актеры его творческой студии Рената и Джемма. 9 ноября будет спектакль «Моя мама живет за стеной». Я благодарна вам за то, что вы нашли время и рассказали о своем чудесном опыте, что вы творите, просто волшебство. И, друзья, я благодарна вам за выбор, за то, что вы были сегодня с нами.